Марат Бакаевич, есть вопросы к представителю дел Кенеша? Микрофон включите. Подожди, пожалуйста. Вот понятно, что здесь мы рассматриваем нормативные правовые акты, которые в какой-то мере противоречат, и можно говорить об их коллизии. Существуют ли какие-то правила разрешения этих коллизий? И, может быть, они законодательно закреплены? Нет. Коллизии, по вашему мнению, я не увидел коллизию. В чем имеете в виду? Ну, вопрос вообще о коллизиях. Раз мы его рассматриваем, он же, получается, коллизионный. По нашему мнению, мы не видим здесь никакую коллизию. В принципе, позволительно с юридической точки зрения отсылочные нормы на другой нормативный акт, в котором раскрыты особенности, исходя из специфики военнослужебных отношений сотрудников органов безопасности. Ну, тогда еще один вопрос. Скажите, вот в чем вы видите сущность нормативного правового акта? Сущность юридической силы нормативного правового акта? Нет, мне это нужно для того, чтобы я понял, почему образовалась коллизия при этих нормативных. Закон плохой, закон хороший, но он закон. Мы обязаны его выполнять. В этом случае, Марат Георгиевич, мы не видим противоречий с Конституцией или несоответствия с Конституцией. Эрнест Замирович, вопрос не в том, что закон хороший или плохой. Представитель заявителя ставит вопрос. Сущность нормативного правового акта в чем заключается? В частности, вот 3 актов, нормы которых они оспаривают. Ведь эти законы как раз-таки направлены на урегулирование отношений по прохождению военной службы, как по контракту и по срочной И вот я форме. с Эмилием Лошевичем абсолютно согласен. Здесь я не увидел как бы такую непосредственную связь между его доводами и вот, статьей 42. В части охраны своего труда только вот можно разве что прописать. А такой вот именно прямой связи какой-то противоречие с Конституцией, это ограничение. Марат Бакаевич, есть еще вопрос? Нет, нет вопросов. Присаживайтесь. Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, чиновник. Эрнест Замирович, я тоже хочу задать вам несколько вопросов. Из вашего выступления я поняла, что вы считаете, что оспариваемый абзац 12 части 1 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности, как и иные основания, которые предусмотрены, да, что они, в принципе, как бы согласуются с частью 2 статьи 20 Конституции, как бы такое иное основание можно включать в закон в отношении военнослужащих только потому, что несение воинской службы как бы является, ну, в рамках, скажем, специфика военных отношений, и это, в принципе, позволительно, да, по-вашему, для законодателя устанавливать иные основания. А что законодатель в данном случае имел в виду, иные основания? Вот Можете ли сказать? Как вы знаете, с момента Второй революции, с 10-го примерно года, проводились несколько заседаний Совета Безопасности. Смысл их был, значит, для исключения, я точно не помню как там, но для Нормализации деятельности, исключения коррупционных проявлений там, в органах государственной власти, там вот, сейчас я могу с применением. И в связи с этим, значит, были введены такие ограничения последующим правительством. В связи с чем они были введены? В связи с, как раз таки с тем, что со спецификой их деятельности. Они связаны с, где-то являясь и военнослужащими, и обладая оперативно-розыскными полномочиями, ну, как бы жизненная необходимость обусловила вот эти вот необходимость внесения таких изменений. Я спрошу как бы еще точнее, да?
Эдземирович, вот представьте себе, что нет положения, которое должно быть, как вы говорите, в реализацию этого закона быть принято. Есть понятие иные основания. По иному основанию командир может ли уволить военнослужащего, если бы не было бы положения? Вот Если это бы само, если бы не было бы, как бы вы в данном случае трактовали бы иные основания без какой-то посылки на подзаконные нормативные права? Вот я вот здесь вот даже прочитаю, здесь оно в 31 статье говорится, увольнение военнослужащих производится в соответствии с положением о порядке прохождения военной службы, вот именно как раз таки изначально дается отсрочная норма туда, и по иным основаниям. Соответственно, в То есть оно во должно взаимосвязи, вы быть- во понимаете, взаимосвязи, да? Оно, естественно, да, я согласен с вами, что на период до принятия нормативного акта правительством и после издания самого, скажем, закона, вот какой-то период времени действительно, скажем, как он выпадает, то есть может быть трактован органами, руководящими органами военного управления злоупотребление. Но затем, после принятия вот этого всего, я не думаю, что какие-то... Да. Он Да, позволит еще иные какие-то... Продолжение тогда еще Пожалуйста. вопроса. То есть на сегодняшний день правилами законодательной техники позволительно сегодня включать в законопроекты, например, да, или при принятии законов вот такие основания, иные основания все еще включаются Да, сейчас? в принципе, они до сих пор существуют. Как пример я хотел бы, например, закон о дипслужбе, там тоже отсылочные положения, что могут быть основания прекращения дипломатического статуса работника, могут быть иные основания, указаны в других нормативных актах. В принципе, это такие вещи, Да. исходя из особенностей. И еще вот 28 статья, о которой вы говорите, там идет отсылка в соответствии с положениями о порядке прохождения военной службы. Вот эта само формулировка, которая дана законодательно, как вы думаете, она прям четко говорит о том, что это положение, принимаемое правительством, или, может быть, это положение самого закона о порядке прохождения военной службы? Здесь тоже можете сказать, что четко определено, что это правительство? Нет, что только именно что это правительство нет. Но само за себя название уже говорит о том, что это должно быть положение о порядке их увольнения, которое будет предусмотрено. Пожалуйста, комментарий Ильич. Когда военнослужащий считается, вот для уточнения, уволенным с момента издания приказа командиром об увольнении или исключения из списка личного состава? До момента исключения из списка личного участия. Военнослужащий является военнослужащим. Период прохождения, скажем, приказ руководителя органа, министра, там, председателя может произойти, после чего у военных существует необходимость передачи дела должности, которая определена уставом на различные сроки. Какой промежуток времени составляет примерно? Может быть разный, может быть 2 недели, может быть месяц, может быть 2 месяца. А когда, с какого момента 10-дневный срок тогда? Дисциплинарный срок с того момента, как ему стало, командир начальник принял решение, ему стало известно. То есть с о момента простом издания приказа об его увольнении, независимо от он исключении исключен из списка или нет участия, из списка независимо. личного состава. Да. Второй вопрос. Вы сказали, что главком тоже имеет право пересмотреть решение командира об увольнении, правильно? Как главнокомандующий. Как главнокомандующий. На практике есть. Нет, на практике таких случаев нету, но я говорю, де юре такое возможно. То есть право остается обжаловать главкому, да? В принципе, Решение командира. Спасибо. Это гипотетически. гипотетически, да. Да. Исторически такого... как я Никогда, знаю, по-моему, такого не было, чтобы обжаловали вопрос об увольнении у главнокомандующего. Пожалуйста, Меркельская. Обращающая сторона ставит 10-дневный срок обжалования как бы на неконституционность, да? Вы, пожалуйста, мне четко скажите, почему законодатель установил именно 10-дневный срок обжалования решения? Вообще дисциплинарным уставом определено порядок наложения дисциплинарных взысканий. Он может быть устно, письменно, перед строем, то есть там определенный есть порядок. И исходя из специфики военной службы и военнослужебных отношений, установлен 10-дневный срок по обжалованию, 10-суточный срок по его обжалованию.
Ну, опять-таки, вот у военных военнослужебные отношения строятся на том, что приказ должен быть исполнен. Любой приказ. Но я не согласен с начальником, я выполняю его приказ, но потом я обжалую его приказ уже вышестоящему начальнику. Если я не знаю, кому обжаловать, то я самому вышестоящему начальнику обжалую этот приказ. И 10-дневный срок законодателем просто установлен как срок нормальный срок для возможности изложения и подачи своих требований, аргументов. Что ли. Пожалуйста, есть еще? Пожалуйста, Анна Джабаш. У меня два маленьких уточняющих вопроса. То есть, исходя из вашей позиции, то есть из позиции законодателя, в законе могут быть предусмотрены такие основания, как иные, которые в последующем могут найти свою конкретизацию в подзаконных нормативно-правовых актах. Я правильно вас понял? Либо в других нормативных актах, скажем так, не обязательно Уточните, это очень важно, да? То есть, когда вы имеете в виду другие нормативно-правовые акты, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду законы, которые приняты высшим законодательством? Являются нормативным актом. Законы другие, например, там по, скажем, коррупции, например, о борьбе с коррупцией, например, тоже являются нормативным актом. Или в органах национальной безопасности тоже является законом. То есть, исходя из их юридической силы, исходя из этого... Законодатель что имел в виду, устанавливая вот это основание, как бы это в продолжение вопроса моего коллеги, я просто до конца не смог вашу позицию понять, да? По иным основаниям вы действительно сказали, что предусмотрены нормативно-правовыми актами, да? Но меня здесь интересует конкретный вопрос. Законодатель имел в виду и подзаконные нормативные акты? Определение вообще, ведь иные основания, оно само по себе основанием не является. Вы согласны? Иное основание по своему определению. По своему определению, да. Но Это является самостоятельным основанием или не является? самостоятельно нет. Не является. То есть это основание где-то должно возникнуть. И я спрашиваю вас, что имел в виду законодатель? Законодатель позволяет Эти создать основания? другим нормативным актом устанавливать другие основания увольнения. Ну, вы четче скажите, как раз таки Эмиль Джандович говорит, если законодатель пишет о том, что могут быть уволены по другим и по иным основаниям, то иные основания, они должны быть только в законах, или они могут быть и в постановлениях правительства? Постановление правительства тоже нормативным актом как бы является. Соответственно, любым нормативным актом установлены. Ясно. И А тогда смысл вообще перечисления оснований, если есть иные основания, надо просто написать. Увольнение производится по основаниям, предусмотренным законодательством, и все. Ваша честь, я вас тоже понимаю. Где-то, возможно, значит, возможно, вот эти все, весь перечень оснований, который вот такой вот он указан в положении, возможно, большинство из них подпадает под несоответствие, либо под дискредитацию, по большому счету. То есть, фактически... вы здесь вообще проблему видите? Именно в вопросе правового регулирования с точки зрения принципа определенности, ясности, четкости нормативного вообще правового регулирования. Вообще, Исходя из проблему военнослужебных видите или не отношений, я видите? думаю, так возможно. Это несомненно, это даст возможно, вот как истец говорит, что это будет возможность злоупотребления там, органами военного управления своей властью. Ну, несомненно, есть же ответственность за это все. То есть вы не видите в данном случае никаких проблем правового регулирования вот этого вопроса, да? Несоответствие с Конституцией я не вижу. Несомненно, возможно, было бы весь перечень оснований для увольнения, который указан там, в том или ином виде, возможно, было бы правильно, возможно, изложить и здесь, в законе. Ясно. Но вот противоречие с Конституцией, либо Спасибо, чтобы мы здесь дальше не в ту сторону не ушли. Спасибо, я вас уже понял за ваш ответ. И второй у меня маленький уточняющий ответ по поводу 10-дневного срока, предусмотренного дисциплинарным уставом. Да? Вы здесь в своем выступлении сказали, что, исходя из вашего ответа, я делаю вывод, что вот этот 10-дневный срок, в общем-то, он касается именно как бы порядка обжалования внутри вот этих воинских взаимоотношений, я бы сказал, да? Там. А что касается суда, вы сказали, что это в общем порядке, да? В порядке, да.
Я правильно вас понял, да? Все, спасибо. Это только военнослужебные отношения в связи с тем, что иной раз воинские части могут на значительном расстоянии находиться, и Ну, это орган понятно, военного да. управления он вовремя подать не сможет. То есть вот какой-то срок был выдержан разумный, по мнению, который вовремя позволит военнослужащим подать жалобу на срок. Но тогда ваш ответ, когда вы сами себе противоречите. Вы говорите, что сохраняется, военнослужащий сохраняет свой статус до его исключения из, как вы сказали, из Списка личного из списка личного состава. И этот промежуток времени, вы сказали, может составлять до 2 месяцев. Если до 2 месяцев он составляет, в отношении военнослужащего какой срок исковой давности применяется? Потому что Трудовой кодекс он не применим. Там есть абсолютно норма, где говорится о том, что нормы Трудового кодекса не распространяются на военнослужащих. Как быть в этом случае? И по там вот, значит, как гражданин имеет право подачи в суд, там, скажем, за незаконное увольнение. Ну вот, пожалуйста, гражданин подал в суд о его незаконном увольнении. Ему отказали в связи с тем, что он пропустил 10-дневный срок на обжалование. Нет, вы поймите правильно, 10-дневный срок, я не согласен с мнением командира начальника, но я выполняю его. Это разные же вещи немножко. То есть я... Хорошо, в какие сроки он может обратиться в суд? Тогда где эти сроки искать? Военнослужащим, который уволен с военной службы. 2 месяца, да, срок. Где эти 2 месяца? В каком законе закреплены? Гражданским кодексом, по-моему, установлено. Давайте мы более... Ну, трудовой кодекс, он Четко был. распространяется на военнослужащих, если он не при исполнении только в этом случае. Во всех остальных случаях на военнослужащих трудовой кодекс. Хорошо, если он не утратил статус военнослужащего, какой срок подачи искового заявления? По оспариванию приказа о его увольнении. 2-месячный срок. На основании чего вы так утверждаете? Или на основании какого нормативного правового акта вы заявляете такое? Так, гражданского кодекса. В Гражданском кодексе нету сроков таких. Нету сроков. Нет ответа, да? Да. То есть это ваше предположение о том, что в течение 2 месяцев человек может обратиться в суд Положение как с иском о признании незаконным приказа об увольнении. Так, да? Да. Ну, сейчас можно я вам начну? Военнослужащий вправе также обратиться с жалобой в суд на неправомерные действия органов государственного управления, общественных объединений, должностных лиц. Каждый военнослужащий имеет право подать жалобу на незаконных по отношению его действиях командиров, начальников и других военнослужащих о нарушении установленных законов прав и преимуществ, а также на удовлетворение его положенным удовольствием. Мгм. Это в уставе сказано. Это в уставе сказано. Да. Также Если в законе это об статусе военнослужащего говорится, что военнослужащий имеет право на предложение заявления жалобы, а в спорном случае имеет право обратиться для рассмотрения дела в районный городской суд. скажем. Хорошо, В каком мы это порядке? поняли. Но в каком порядке и в какие сроки? Срок я сейчас не могу сказать точно. Если нету нигде сроков, тогда получается применяется тот срок, который есть в дисциплинарном уставе. Потому что в любом случае увольнение это тоже вид взыскания. И если в дисциплинарном уставе говорится о том, что любое взыскание обжалуется в 10-дневный срок, тогда получается в том числе увольнение обжалуется в 10-дневный срок. Потому что там-то не расписываются виды дисциплинарного взыскания, которые могут быть обжалованы в 10-дневный срок. Ну, Там в целом говорится в взыскание. гражданских правоотношениях существует же срок подачи по незаконному увольнению. Там, как я знаю, Хорошо, у меня следующий вопрос. Положение порядка прохождения службы по контракту дополнен пишущим основанием.
Эти перечни основания из чего вытекают? Из закона вытекают или это на основании предложения ГКНБ дополнены эти основания? Наверное, вопрос лучше им задать. Правительству, да? Хорошо. Коллеги, есть еще вопросы? Нет? Спасибо, присаживайтесь.